Нормально, нормально. Вот эти краску воды. Я не думал никогда, что как-то меня вовлекут в это, потому что я все-таки работаю сейчас немножко больше в другом направлении, не монументальном таком. Но это классный опыт на самом деле был, очень необычный для меня, с одной стороны. С другой стороны, когда ты развиваешься как художник, ты все равно готов таким как-то вещам подсознательно, сделать что-то большое. Это очень интересно, потому что когда есть возможность это реализовать, ты проверяешь себя, готов ли ты к этому на 100%. Потому что одно дело, когда ты рисуешь эскизы, одно дело, когда ты готовишься где-то там у себя в мастерской, другое дело, когда ты выходишь на улицу уже с тем оборудованием всем, с которым, возможно, первый раз даже со многими вещами сталкиваешься, с архитектурой, которая вообще очень, получается, здесь в этом случае, что касается росписи, которую я делал, тут рельеф даже был своеобразный такой, архитектурный, пришлось поэтому много вопросов решать. Это уже была не работа даже не с плоскостью, на самом деле, в этом случае. Конечно, поэтому очень интеграция мне понравилась. Красота в процессе создания, когда ты сам еще не знаешь, что выйдет и как это будет работать до конца. Это действительно заставляет тебя работать и думать, и анализировать, и находиться в этом процессе бесконечно. А когда уже все закончено, все это, законченная работа мертва, по сути дела. Но выглядит прикольно. В лучших традициях абстрактного экспрессионизма, стекающая такая. Но цвет хороший. Текучка кадров, ну да. Цвет? Ну, черный. Манифест у меня, конечно, это если ты не создаешь нового ощущения, то ты не создаешь ничего нового. Потребность человека в новых ощущениях довольно велика и постоянно. Вот почему возникает столько нового всего? Потому что человеку это нужно, в общем-то. Как он с этим опытом будет жить дальше, как использовать его для себя, это уже каждый определяет. Но, в принципе, изменения любые — это позитивно, мне кажется. Чем больше человечество развивается, чем больше оно в себя, так сказать, интеллектуально развивает, тем больше есть потребность в этих гипертрофированных, условно говоря, образах, потому что они настолько выразительны, что нам проще их осознать. Но это, опять же, как такое к знаковости некой идет. Мы не всегда все сами можем описать словами. Мы придумываем такие языки для того, чтобы нам было проще это сделать. А вот анализировать как-то, вот живопись даже свою или, то есть изображение вообще, которое мы видим, это очень сложно. Нас это как-то влияет, да, и, конечно, и разговоры поэтому есть о том, как это работает с человеком, насколько это актуально, насколько это вообще вписывается в какой-то социальный контекст даже. Все имею в виду. Потому что если мы уже говорим о городском пространстве, то все на нас, получается, влияет. Все. Вот сейчас осень придет, на нас будут влиять желтые деревья. Моя задача как художника конкретно уйти от образов. То есть я иду вообще в другую сторону немножко. То есть я убираю любой изобразительный элемент практически, максимально. Насколько это позволяет вообще изобразительное искусство, убрать элемент узнавания чего-либо. Как я к этому пришел? То есть когда у меня появилась проблема с глазом, я ослеп на один глаз практически, то скорость восприятия чего-то нового, когда я смотрю своим глазом левым на этот мир, она с задержкой происходит. То есть я смотрю на новый объект, я вначале вижу тотальную абстракцию, не понимая, на что я смотрю. Когда ты не понимаешь, на что ты смотришь, действительно, ты погружаешься в состояние этой полной абстракции, у тебя нет идей, ты на секунду реально освобождаешься от всего, то есть это от влияния всяких образов. И вот эту вот идею глобальной трансформации вот этих вот образов, которые тебя, наоборот, освобождают от всего, дают тебе передышку визуально, потому что это важно, особенно, на мой взгляд, в современном мире, когда столько информации много, что просто вот так вот отдохнуть и погрузиться хотя бы даже, или прийти к себе, или погрузиться в свои собственные мысли, не навязывая, чтобы ничего не навязывало тебе ни со стороны, никаких там, то вот это вот задача основная моего искусства.
никто тебя не научит быть художником. Никто тебя не научит. Вот эта вот смелость проявлений себя, да, своей свободы внутренней какой-то, трансформации это в произведении искусства, это очень важно. Вот, на мой взгляд, и быть художником. Искать что-то новое и давать этому миру новые ощущения какие-то. Неважно, как готов он их принять с одной стороны или нет. Если ждать еще весь мир пока подготовится, то можно вообще до сих пор реализм рисовать такой, с рюшечками там и парадные портреты писать. Ты вычленяешь формулу новую практически, основываясь на тех знаниях, что у тебя есть. Ты смотришь на этот мир. Ты в этом процессе находишься на супер безумном острие, таком атаке, получается, психологической, любой. И ты, в общем-то, один. Художник — это не музыкальная группа. То есть, и когда ты... А вот это вот тотальное одиночество, если ты его не приобретаешь как художник, то ты, получается, с одной стороны, и не создаешь этого нового ощущения. А чтобы его правильно транслировать и как бы понятно было всем людям, что вообще хотел художник сказать, то есть некоторые экспозиционные моменты, которые действительно помогают тебе в этот мир хотя бы на секунду окунуться все-таки. Ну, вообще-то да, когда живопись выходит в монументальное пространство, то есть условия определенные, как это смотреть. Это очень важно, это очень важный момент. И вот этот порядок экспозиции, и вообще как это влияет на человека, как это воздействует, почему вот этот хаос мешает нам иногда рассмотреть что-то хорошее действительно, потому что нет порядка, какой-то последовательности восприятия. Хотя все к этому стремятся, к этому порядочности, хотя бы в себе внутри. То есть вот когда ты ловишь волну, почему разные художники, да, дают разные ощущения, так как в музыке. Разные музыканты, разные стили и направления, они создают определенное настроение. То есть и чем ярче, интереснее получается вот это ощущение, которое дает тебе искусство, тем богаче становится твой все-таки внутренний мир, потому что у тебя помимо... Ты можешь это принимать, не принимать, но у тебя уже есть некие маячки, точки отсчета, куда ты пойдешь, куда ты не пойдешь. Что ты будешь делать, что тебе нравится или что, наоборот, не нравится. И вот искусство современное, как говорю, оно задает эти вопросы. То есть ответы тоже есть своеобразные, то есть они и являются примером, и ты можешь это видеть и ощущать именно. Да. Но вопросы — это важнее, потому что ты, получается, сам на них ответ ищешь, пропускаешь все это через себя и смотришь на себя вроде бы как бы со стороны. Этот момент для саморазвития человека, для прогрессивного там, как бы понимания там, то, что происходит с тобой, там, куда тебе двигаться дальше, это очень важно. Я поэтому решил выбрать такие выразительные элементы, которые они были вне как бы стиля, вне каких-то таких концепций, а просто они реально работали, создавая настроение такой мощной свободы, такой какой-то, когда уже даже это вот вроде как и иллюзорности нет, архитектура, она просливается с тем пространством каким-то образом органичным, трансформируется, нет этой нагрузки просто кубиков. Это потому что нам не свойственно, в принципе, природе человека в этих замкнутых пространствах жить. И вот разрядить таким образом атмосферу, которая создана уже архитектурой просто. Вообще сам процесс создания работы именно вот таким к архитектуре, мне кажется, это очень интересно, потому что мы не можем трансформировать архитектуру так, как мы хотим, но живописными способами это можно сделать. То есть мы не можем перестроить здания заводов, там, не поменять ничего, но вот практики такой вот выхода в публичное пространство живописи именно, они позволяют это сделать. И когда смотришь на этот завод, уже ассоциации с заводом, с этой архитектурой, которая вот рядышком, даже вот пролет не закрашенный, они отличаются как будто разные архитектурные формы, в принципе, по сути. И мне кажется, что это большое достижение мое, как художника, мне удалось с этой задачей справиться.
Тотальной такой абстракции не существует в сознании человека. Есть предпосылки к этому, и это классное освобождение. Действительно, как освободить свою голову от мыслей, ни о чем не думать, попробовать. Это нереально сложно. Это практически невозможно. Хотя, казалось бы, так просто ни о чем не думай. У тебя найдется там 3-4 внутренних голоса, которые будут говорить «я не думаю», второй будет что-то в это время думать. Там в голове. Каждый человек может за собой хотя бы проследить вот эти вещи. И если говорить о синтезе искусств, то как раз, если он правильный, но опять же говорю, что мы говорим о неком порядке все-таки, потому что когда хаос откровенный, то это, конечно, жесть, это плохо. Если это организованный порядок, организованный хаос даже, то это уже совсем другое. Тут уже видна мысль прослеживается какая-то, куда это ведет. И это очень важно, потому что искусство сейчас, как мне кажется, оно набирает новые обороты вообще в современном мире. То есть оно становится очень значительным, потому что оно проникает уже, то есть везде, во все сферы, так сказать, нашей жизни, как это было всегда. Но люди, помимо всего этого, да, они уже сами начинают этим заниматься как терапией. Потому что как ты вот можешь отнести себя с этим миром, да, если ты никогда не рисовал вообще, не пытался вот переосмыслить его. А вы рисовали это все абсолютно. И все умеют рисовать, и у всех есть эта способность к этому. То есть рисунок сам по себе и вот понимание рисунка, это, ничего в этом такого сложного нет. Это все, в принципе. Главное в это верить, опять же.